старые запасы, вот этим пользуемся. Антиковарен Комарекс. Сейчас уже вообще не выпускает их. Гель вон прозрачный, но более-менее он держит. А сейчас всякую ерунду продает, которая нифига не действует. Комарекс он, конечно, лучше. Так, мазаемся и, ну, здесь написано 4 часа, но где-то вот час, может минут 40 там еще можно продержаться. И все. Так. Тебе мазать, нет? Да. Шо? Запах приятный. Вон он, вон. Приблизил я, ребята, вот овад. Этот желтый овад, который, о чем я говорил чуть раньше. Вон. А этот черный, они мелкие. Черные мелкие. Как сказать, вот он, вот этот мелочь. Вон, черный. Не могу вот сразу, вот как начну снимать, они улетают, вон они, мелкие. А желтые, как ебанут, так ебанутно. Сразу онемеет все. Вон этот мелочь черный. И вот желтый. Гул такой, вон он. Вон какой. Вон они. Тут мелочь сравнением на половину больше. Такие крупные они вот эти. Это да, сколько их тут, блин, стоит. Вон они. Вот это и есть овад. Настоящий овад. Коми овад. Овад в коми. Вон. Чайки летают. Красота. Ну, что еще сказать вот про эту реку. Я вчера возле Вычегды был, Ежевы. И там, конечно, на 4 раза шире река. Здесь у нас где-то метров 50, наверное, от силы ширина. Но если в этой местности, конечно, язи тоже водятся у нас. Язи и лещи, но не так, в меньшем количестве. Но штучные экземплярчики можно еще поймать. Там уже вот чуть повыше, там уже мелководье. Здесь вот золотая середина, скажем, по километражу, если поехать до первой избушки на сенокосе, которая избушка. Здесь где-то, ну, где-то примерно проехали мы от силы 7 километров, наверное. 7 километров. Ну, остается еще 7 километров, и там первая избушка. Но до туда сегодня уже ехать не будем. Сегодня у нас другая задача. А через недельку, может, уже будем подниматься на первую избушку, чтобы возле избушки там немножко скосить траву и, как сказать, убрать территорию. Вон сколько этих ельцов, вон мелководье, там они, их очень много. Между прочим, если поплавком здесь порыбачить вечерком, я думаю, можно наловить очень хорошо. Даже вон щавель, и вон, смотрите, что творится с кустом. Какая-то зараза, вот, ну, я не знаю, или какие-то жучки какие-то, или какая-то зараза вон прицепилась, и муравьи тоже туда-сюда бегают. Так, вон, аж какая, ну, ствол прилипло, вот столько их, этих мелких жучков. Я не знаю, что тут. Ну, короче, это еще скоро хана будет. Это купается. Ей хорошо. Ей хорошо. Следующий поход на избушку, наверное, Пулана тоже возьму. Это туда не иди, там не мешайся, там без тебя пусть порыбачат. Ну, снимать напарника я не буду, не хочет, нет желания. И я никого без желания не снимаю.
иногда, вот, скажем, вот вчера даже я перед тем, как снимать на выче, где я поспрашивал, можно, нет, поснимать. Дадут добро, буду снимать. А наши деревенские, вот, я не знаю почему, но неактивные, не хотят сниматься, стесняются, а по-русски уже вообще говорить не хотят. Потому что все время на коме говорим, и тяжковато говорить на русском языке. Тут гудит, как будто двигатель работает. Что-то вот у меня сейчас съехал, или когда нагрузка, у меня как-то что-то как будто немножко троит. Я не знаю от чего. Но что-то вот чувствуется, что троит машина. Может, пора свечи менять, может, еще какая-то причина. Не знаю. Ну, шины взял, вот, прикупил вот весной, самые простые. Но ездим нормально. И сейчас там такие ямы проехали. Нормально едет, хоть шины, вот, рисунок. Ну, сама шина шоссейная, как мне сказали в магазине, но нормально едет. Главное не переплачивать. Зачем переплачивать там какие-то крутые шины брать, если можно проехать на обычных шинах. Вот. И тоже вот, если смотреть, вот смотрите, вот это луга уже тоже видно, поставили. Дальше, как жизнь покажет, не знаем, что у нас ожидает, но если будем снимать, жить, снимать лет через 10, посмотрим, что будет твориться тут, какое место, какой лес будет. Смотрите, сосны уже тоже не быстро растут, очень быстро. Где-то за год, она не полметра высотой. Ну, я думал, травы много, а тут вообще травы нет, тут даже и косить нечего. Озеро. Ну, озера, конечно, у нас хватает, очень много тоже озера, но он что-то плавает, ребята. Ну-ка посмотрим, или рыбина тут была. Или рыбина, или что тут было-то хоть. Обычно утка тут очень много водится тоже. Да. Ну-ка, пыра. Тут, ребята, рыбина, наверное, была. Я думал, утка тут. В прошлом году вон там устье, где вот сейчас мы приехали, там устье этого озера. И там тоже утки увидел с машины, начал снимать, и они как-то проплыли в кусты. А я хотел поснимать поближе, а там тоже вода, я в калошах был. Не смог заснять. Но уже сейчас сосед тоже говорил, что уже утки, видел выводки там, птенцы, наверное, 5 штук их было. Маленькие, мелкие, черки, говорят, очень мелкие. А так. Сколько лет живу я здесь, наверное, с дедом один раз сетки ставили. Но чтобы рыбачить и рыбу ловить, я в этом озере ни разу не ловил. Ну, я говорю, только один раз, наверное, сетки закидывали. Вообще незнакомое озеро. Хотя каждый год по десятка раз я мимо нее проезжаю. А озеро не мое. Фу. Так. Видели как? Опять болтаю. Вот камеру возьму, все. Хана мне. Про работу забываю. Начинаю болтать. Ну, так. Ладно, сейчас уже сходим. Ну, это озеро небольшое. Вот на мотике кто-то тут проехал даже. Разведкой что-то тут проезжали. Утки тоже тут редко, когда сидят, вот, когда охота открыта. Ну, не такое, или кормовая база тут небольшая. Вот здесь глубокое место, видимо. И утки, выводки можно встретить, а чтобы
осеннюю охоту, чтобы утки сидели, я редко когда их вижу. Очень редко. Так, тут нормальной березы нету, наверное, придется чуть повыше мне подняться и нарвать эти, как сказать, веники. Сейчас забываю. Так, ладненько, будем работать. Все, болтать чуть позже. Вон моя машина. Одинокая береза стоит. Тут тоже не срубили. То вот этот щенокос держит. Но я сейчас понял, почему здесь оставили это вместо, вон, смотрите, травы вон, ну, чуть-чуть. Не стоит тут даже и бензин тратить, чтобы косить. Мало травы. Очередной знакомый проехал. Не стал уже снимать его на мотике. Спускается тоже бересты набрал. Бересты и этих, как сказать. Ну, что сегодня все собирают, это веники. Веники. Веточки, березы. Каждый год тоже собираешь, и не так много их, таких красивых. Поблизости, вот, где народ ходит, ездит. Фу, блин. Вот тут тоже березы небольшие. Когда они небольшие, они гнутся. Я их гну на себя и тогда уже ломаю веточки. Красивые веточки тоже. Вот здесь тоже наберу. Здесь сколько там деревьев. Думаю, достаточно будет. Здесь, там. Или наберется. Тут тоже следы мотика. О, как красиво тут. Скажем, если приманкой тут посидеть, тоже, я вам скажу, удобное место. Течение, и здесь не так глубоко. А тут видно, что рабочий луг. Вот стог, колья здесь вот свежие и не заросло еще здесь. Ну, видно, что тут сено косят каждый год. А если не будут косить, также зарастет всякой ерундой этими деревьями. Вот. Ну, семена летят и зарастают все. Ладно, здесь еще будем собирать. Так, потихоньку, не спеша будем. Скажем, десяток веников сделаю, и нам хватит. Сегодня 4 штуки используем, каждый по одному. Это 100% свежий веник, и по одному каждый. У нас в семье 4 человека. И что останется уже на зиму там, ну, где-то 15 штук максимум хватает нам на сезон.
Как вы заметили, ребята, я березу не рублю. Ну, так, гну, потом ломаю и обратно отпускаю. Она живая остается. Но этот сорняк, как ты срубишь, там 5 штук еще свежих выйдет. Это без проблем с этими березами. Их много у нас. И с ними бороться бесполезно. Они как сорняки выходят. Так вот, со стороны смотришь, она такая пушистая, много таких веточек. Думаешь, там наберешь на пару веников, а начнешь там ломать эти веточки, а нифига не собирается, мало их. Я еще не выбираю, я подряд ломаю. Ну, таких желтых, конечно, не буду брать, или же вообще через один лист, если на веточке там листья. Я когда с дедом собирал, там он выбирал дерево, определенное дерево. Оттуда тоже гнули, я держал дерево, он ломал. И ну, он как-то вот любил париться с веником. И он как-то он говорил, чтобы ну, вот когда бьешь себя, он не прилипал как-то. Ну, я не знаю, я к этому так не особо прислушивался. И мне лично по барабану, чем бить себя, каким веником. Главное, чтобы листья были. Ну и такие деревья тоже, вот скажем, если соберешь веник и после дождя, вот дождь шел, и ты после дождя сразу решил веник собрать. Еще роса с деревьев не выпала, ну это не высохло еще дерево. Соберешь, ты домой повезешь там, а когда уже ты будешь париться с этим веником, ты когда себя бьешь, листья разлетаются в разные стороны, выпадают. Вот такие моменты. Это 100% проверено. Это после дождя нежелательно собрать. Ну, надо собрать в хорошую солнечную, ясную погоду, как сегодня. Скажем. Айда начала уставать от такой жары, от этих комаров, от всего. Она далеко не уходит возле меня и крутится. Ей хорошо. Ей очень, даже очень хорошо. И сегодня такая прогулка. Получилось, что шерсти вот этот старый уже выпал. Что осталось, я еще вырываю там. Немножко осталось там. Чуть-чуть. И все. Она сейчас новый шерсть выйдет. Красивая собачка опять встанет. И начнет опять гулять. Начнет искать жениха себе. А? Да. Это мы не работаем, болтаем, ребят. Поход у нас такой получается тоже. Поход. Любим мы гулять по походу, ходить. Вот так. Ладно. Немножко показал вообще, как я собираю веник. Вот такие дела. Что-то там кто-то плещется, а этот уже слышит. Возле реки, буквально там 2 метра от нас река, вон течет. Нившера, река Нившера это, ребят. Вот, скажем, из одного дерева там получилось сколько там, ну, на один веник вон. Вот, на один веник вот. И дальше будут здесь собрать. Выхожу, ребята, на дорогу. Вот такое количество я собрал. Так. И в принципе там еще недалеко от машины почти такая же куча. Ну тут примерно 6 штук, наверное, веников будет. И там штук 4, наверное. Одна шкала аккумулятора осталась. Больше снимать, наверное, уже много не получится. Так что поход, думаю, скоро мои закончится. На что есть. Мы сегодня вдвоем. Троем даже с собакой. Фу. Сейчас я эту кучу отнесу туда. Если, скажем, понравится, что я собрал, и ну, уже добавлять ничего не надо, больше собрать не буду. А если, скажем, если еще захочется, я схожу, наверное, вон туда еще чуть дальше, поднимусь, там еще немножко наберу и нормально будет. Я балдею, ребята, вообще балдею.
Когда ты пропариваешь веник, березовый веник в бане, там сногсшибательный. Кто еще любит париться, я не особо. Жар не очень люблю. Так, по-быстрому в бане помоюсь и все. А сегодня уже я буду нюхать свежий веник, пропаренный в бане, на печке. В бане, на печке, на камнях. И все это дело сегодня будет. От этого аромата голова закружилась, блин. Вот такая чистый воздух и запах свежих веников. Это что-то с чем-то. Мой напарник тоже уже возле машины. Что-то видно, рыба не ловится. Ну и вторая куча вот тут. Вот такая куча. Ну, в принципе, можно сказать, нормально. Хватит, да, я думаю. Здесь тоже, еще собрать. Надо, наверное, куда-то убрать, где-то в тенек, потому что на солнце нельзя держать. Она нагревается и тоже нехорошо. В общем, убираем все это дело в сторону от солнца. Вот так. Такое количество, думаю, на первое время хватит нам. А если сегодня сделаем, примерно, как я думаю, штук 8-10 веников получится. И вдобавок можно в следующий день, в следующий поход, когда поедем на избушку, еще столько соберем. И будет достаточно, даже, думаю, очень много будет. Запас всегда, чтобы был. Веник не помешает такое количество. Снимает мой напарник в данный момент. И был на рыбалке. Он начинал вот с этого места и сходил почти вниз, за поворот. И ни одного подхода рыбы не было. Кидал спиннингом, там, вертушкой и колебалкой. Короче, без ухи сегодня мы остаемся. Вот так. Все, тогда мы на этой ноте будем заканчивать. Сейчас пойдем к машине и к машине будем возвращаться. Вот видите, какая туча там. Ветер оттуда и туча тоже вот какая-то темноватая, я думаю, дождь будет. Потому что очень жарко сегодня. Фу. Чем ближе к машине, тем больше овода. Гудят целый день. Сейчас придем домой и гул еще в ушах останется, где все гудеет. Погуляли с этим воздухом, надышали сегодня. Аллергии набрали там, наглотались аллергии. Посмотри, вот вода еще, лишняя вода где-то сантиметров 15 еще есть. И уже середина лета и уровень, летний уровень никак. Нету такого уровня летнего. Может, дожди у нас частенько. Такие лишки. Спиннинг наш греется на солнце. Все, загружаемся и поедем. Да? Да. Ты где поедешь? На Кубок едешь. В кабине. Сейчас, ребята, поглядим там. Айда сядет, не сядет. Айда! Давай, лок! Давай кабину. Давай, лок, все. Айда, все. Никакой плетки не надо. Все. Сама знает, где место. Столько овода, что она сама садится на скорую руку быстро. Вот так. И на этой ноте, ребята, я буду заканчивать. Чтобы дальше снимать у меня нету возможности.
Я повербанк не взял, а там уже аккумулятор садится. Все быстро произошло. Прогуляли там, погуляли часа 4, на 5. Мы уже в лесу находимся. Там поснимал, показал, что, чем мы были заняты. Мелочь плещется. Мелочь плещется, он играет. Мусор идет по воде и мелочь играет. Можно посидеть с удочкой, порыбачить. Но это будет уже в следующей серии, в следующей походе. А на сегодня все. Удачи, всем пока.